Я тоже в тебе вижу иногда себя, как ты самостоятельно хочешь работать, зарабатывать, все это с трудом, чтобы по-честному, да. Вообще тема денег, она у меня, мне кажется, тема того, что я захотела работать сама, там, сепарироваться от вас, она у меня началась, мне кажется, с лет 12-13 еще. Оказывается, не особо и нужно стараться прям на все 100 быть во всем сильной, идеальной. Во-первых, скажу честно, быть дочерью знаменитой личности — это сложно. Вот твоя мама, она никто, как и ты. То есть я твоего будущего не вижу, я не вижу смысла того, что ты сейчас ходишь по школе, снимаешь там себя. Да. Потом был момент, когда я уже начала трястись, а у меня такое, что у меня, наверное, в этот момент произошла какая-то паническая атака, можно сказать. Я прекрасно понимаю, каково это — чувствовать, что ты одна, что тебя никто не понимает. Какой бы ты бы ни была, я не знаю, я просто люблю и всегда буду любить как просто свою дочь. Ар бир эле эне өзүнүн баласына карап жатып, канатың кайрылбасын, балапаным, канаттарың өскөн мезгилде бийик уч, менден дагы жакшы бол, менден дагы ийгиликтүү бол деп айтса керек. Андыктан бул биздин бүгүнкү Кыргызстан айымдары YouTube каналыбыздагы маегибиздин кайсыл нукта кетерине, кандай сөз болоруна сиздер акырындан сезип баштадыңыздар окшойт. Ооба, бүгүн буга чейин эне жана бала маеги болсо, бүгүн эне жана бала маек болмокчу. Демек бүгүн мен өзүмдүн тун кызым Айымадан бир аз суроолорго жооп алам. Анда эмесе биз баштадык. Биздин маектер орус тилинде, кыргыз тилинде жана ошондой эле эркин тилде дагы жүрмөкчү. Эркин демекчимин, бул орус тилин аралаштырып деле кыргыз тилинде дагы акыркы биздин подкастыбыз Альбина Атика менен чыкты. Аябай көп билдирүүлөр келди. Мына ошол биздин чыгарылышка Альбина мага чалып, атайын Турциядан, Стамбулдан 5 белек берип жибердү. Активдүү ошол видеолордун астына Альбинага жакшы суроолорду берсеңиздер, кандай өзүңүздөргө жакшы бир ошол интервьюдан сөздөрдү, бир жакшы өзүңүздүн жашооңузда колдоно турган бир ыкмаларды алдыңыз, ошолор тууралуу жазсаңыздар, биз 5-өн тандап сиздерге ошол белектерди кармакчыбыз. Албетте булар таттуулар, жоолук жана ошондой эле менин дагы Анжелика бренд косметикам. Анда эмесе Айыма, кош келдиң менин студияма. Мен студияга кеттим, подкастка дегенимди эле укчу элең. Бирок тайнең интервью берди, көрдүң. Бул жөн гана маек, үйдө экөөбүз кантип отуруп сырдашабыз, сүйлөшөбүз. Ошондой эле болгону кичине микрофон бар, камералар коюлган. Биздин 3-чү мына маектешибиз ушул камера болмокчу. Тартынбай, уялбай, көз жашоодо кандай сүйлөшсөк, ошол эле нукта маектешебиз. Ооба, албетте, баардыгыңыздарга салам. Биринчиден, бул жерде отурганыма абдан кубанычтамын. Анткени апамдын подкасттарын көргөн сайын мындай ичимдеги сезимдер башкача болуп, апамды вижу с разных сторон вас. И каждый раз я поражаюсь тому, насколько вы можете быть разной, несмотря на то, что вы моя мама. Вот, и сегодня я раскрою и вас, и себя, как личностей, которых, может быть, вы тоже не знаете. Поэтому, мне кажется, будет очень интересно. Биздин үйгө коноктор келип калгандачы, менин курбуларым айтат го, Элима менен өзгөчө Айыманын дейт, сүйлөшкөнүндө акырын камера коюп койгубуз келет дейт да, анан кыздарыбызга көрсөткүбүз келет дейт. Кантип экөөбүз сүйлөшүп атканы, сырдашып атканы, тамак жасап атканы деп айдан адекада айтып калат. Менин кыздарым сиздин кыздарыңыздардай болуп чоңойсо деп аябай ниет коем депчи. Ошондой бир жакшы, үлгүлүү бир сөздөрдү өзүңөр жөнүндө укканда кандай сезимде болосуңар? Орусча жооп берсем боло берет, орусча деле. Үйдө деле экөөбүз орусча сүйлөшөбүз. Так как очень многие сейчас, особенно подростки, так как это такой выпуск молодежный, я бы хотела говорить на русском языке, чтобы всем было понятно. Вот. И самое главное, чтобы я тоже могла раскрыть свои мысли правильно.
Во-первых, самый главный, мне кажется, комплимент, самый приятный для меня — это не про внешность, не про что-либо такое другое, а именно про воспитание. Потому что с самого детства очень многие, особенно ваши подруги и девушки, которых я безумно уважаю с самого детства, они всегда подходят и говорят, какое у нас хорошее воспитание. И мне очень приятно слышать это как вашей дочери, так и как старшей сестре в своей семье, потому что для старшей сестры, мне кажется, очень многие со мной сейчас согласятся, те, кто старшие в семье, Я тебя самый, понимаю да, прекрасно. да, вы тоже Старший старший. ребенок. Такой самое очень приятное — это когда говорят про то, каким примером ты являешься для своих сестренок, какой примерной дочерью также ты являешься для своей матери. И по сей день, и вообще в будущем. То есть я очень хотела бы и очень хочу, чтобы всегда вот, знаете, всегда держать эту планку, этот статус примерной дочери Достойно. и, да, и достойной сестры. Вот, Очень. поэтому самое приятное вот это. Ну, знаешь, я Yes. в своем возрасте, сейчас мне 36, Мгм. и я думаю, оказывается, не особо и нужно стараться прям на все 100 быть во всем сильной, идеальной. Мгм. Я тоже в тебе вижу иногда себя, как ты самостоятельно хочешь работать, зарабатывать, все это с трудом, чтобы по-честному, да, ам, делать нам сюрпризы, радовать нас. На самом деле я, какой бы ты бы ни была, я не знаю, я просто люблю и всегда буду любить, как просто свою дочь. Мы вот, родители, делаем все для того, чтобы вы в будущем, да, вот могли не думать о быте. Мгм. Үй алышым керек, анан биринчи ирет ата энем багышым керек дебестен, ошол студент кезиңде болотпу, мектеп кезиңде болотпу, жумуш жөнүндө көп ойлобой эле ошол студенттик кезиңди студентте эле ойноп күлүп кыздарың менен жашаса дейт элем. Бирок ага карабастан эле жаным иштеп эле жүргөңдү көрөм. Кээде мага айтпайсың чоң иштерди, жумуштарды кылганыңды, чарчабайсыңбы? Вообще тема денег, она у меня, мне кажется, тема того, что я захотела работать сама, там, сепарироваться от вас, она у меня началась, мне кажется, с лет 12-13 еще. То есть, опять-таки, так как я старшая в семье, и постоянно вот с самого детства, скажу вам честно, мне всегда говорят о том, что все достается мне очень легко, особенно детям, особенно дочке вашей. И я наслышана о многих вообще словах о себе, слухах, да. И мне кажется, это началось с 12 лет, я вам расскажу. Началось с того, что в 12 я хотела порадовать своих сестренок как-то. Мгм. Хотела всегда радовать вас. Я помню, там даже 8 марта, какой-то праздник мам, женщин. Я приносила вам ромашки, у бабушек покупала, а эти деньги у меня были собраны. Я всегда училась копить деньги, и, может, это мой минус или, не знаю, нет, но я в последнюю очередь, наверное, думаю о себе. То есть в первую очередь мне очень важно, чтобы в достатке были мои близкие и вы. Вот, и даже когда, я помню, вы мне давали продукты, вот, кызым, сходи там в магазин с сестренками, на тебе вот там 2000 сомов на определенные продукты. И тогда уже я выстраивала себе план, ставила калькулятор и брала продукты подешевле, чтобы там была такая вот сумма оставалась со сдачи. А я вам не говорила, что у меня осталась эта сумма. Вот лайфхаки, да, сейчас Лайфхак. учишь, да? Да, с самого детства у меня вот это началось, что у меня было ярое желание порадовать окружающих, особенно вас. Вот, и со временем мне очень понравилось то чувство, когда я начала смотреть на то, как вам приятно, ваши эмоции там, с первых каких-то открыточек, подарочек маленьких. Вот. Соответственно, далее я пошла в блог. Я с самого раннего детства тоже пою, потому что, смотря на вас, очень-очень мне нравилось петь, и по сей день нравится. Вот, и вы тоже учили меня вести блог, также снимать, говорить: "Вот, кызым, снимай правильно, снимай это, челленджи". Я снимала, и мне начали поступать, предложения от рекламодателей. Там: "Давай мы тебе, заплатим такую-то сумму за сторис в рекламе". Я у вас обязательно спрашивала, хороший ли магазин, хорошая ли компания. Вот, и начиная, наверное, с лет так 14-15, потихонечку за какие-то сторисы я брала такие денежки, которые я откладывала.
Мгм. С возрастом, мне кажется, и качество моего контента улучшилось, и вообще мое мировоззрение увеличилось. Я начала, более масштабно вести блог. И, соответственно, уже к 16 годам я накопила ту самую заветную сумму, на которую купила вам, вот первый подарок. Я хотела запечатлеть, знаете, свое 16-летие тем, что я вот, сама без чьей-либо помощи смогла обрадовать свою маму. Я понимаю, вы мне очень много раз еще говорите о том, что кызым, вот, мне не важно, там, сколько стоит эта сумка, мне не важно то, сколько ты на нее заработала. Самое важное — это просто внимание и хорошее отношение, вот, твое ко мне. Я это понимала, но тем не менее я это делала, наверное, не для того, чтобы доказать для вас, что я вот такая, а чтобы доказать себе. То, что вот, ну, чтобы такое внутреннее свое чувство, знаете, подавить, чтобы мне было намного легче от этого. То есть не подумайте, что я, например, дарю подарки вам или делаю вам что-то приятное там ради вас, да. Ой, Да. нет, не ради вас. Ой, точнее, Ну, ради мамы, ради мамы, да, получается. но не Да. ради вашего какого-то мнения обо мне. Мгм. Потому что я знаю, что вы меня любите. Да, Има, ну, я тоже свои 14-15 лет, Мгм. когда я себя так почувствовала, уже взрослой, Мгм. свое взросление как почувствовала, захотелось мне подарить маме ценный подарок. Мгм. На то время, да, я тоже пела с детства, но я как-то особо лично сама не зарабатывала. У меня наставница была, у которой я была только ученицей, и с выступлений как-то мы ничего и не получали. И я накопила на то время, продавая разную мелочь в школе. Мгм. Тогда мало было, знаешь, развлекательных каких-либо мелочей. Вот сейчас у вас телефон, очень много разных игрушек. В то время мы продавали наклейки, какие-то были ценные наклейки, мы играли, были вот эти игры. Тоже играла, да, наклейка вот эта "Чао". Да-да-да. Были тогда только пейджеры у нас, сообщения через телефон мы передавали, друг другу. И один раз я маме помню, что, накопила 150 сомов и купила, жидкий крем и крем для рук. Для меня это было, знаешь, вау, определенного бренда. Ам, но то, что, конечно, ты в свои 16 лет, м, накопила, ну, не все подростки, которые могут позволить себе накопить, это, наверное, все же ценность бренда, ценность, того, что ты делаешь качественно, несмотря на свой юный возраст. И сепарировалась, наверное, очень рано от нас, от Да, семьи. да. И я замечала, я была с тобой, когда были трудные моменты, в подростковом. Давай еще о проблемах чуть-чуть поговорим, Мгм. потому что от нашего подкаста девочки, мамы, которые воспитывают своих подростков, должны получить что-то ценное. Мы должны раскрыть какие-то еще и проблемы, которые мы проходили с тобой вместе. Это были буллинги со стороны учителей, Мгм. одноклассников, не одноклассников, а одногруппников, наверное, да, Мгм. потому что мы после 9 класса поступили в университет, оттуда обратно вернулись в школу, все же решили окончить 11 класс. И когда мы уже выпустились, поступили в университет, куда ты сама хотела. Да. Многие спрашивают: «Ема, тоғыз эле бүтүп университетке тапшырып кеттиби? 11 классты бүттү эле», дейт. Ошол тууралуу өзүң айтып берсең. Давайте я начну с темы буллинга, как вы начали. Да. Вообще, я никак не обращала внимания на буллинг, то есть, никогда не замечала этого до тех пор, пока не начали происходить какие-то определенные Мгм. ситуации в моей жизни. М. К примеру, я была, по-моему, в 7 классе или в Мгм. 6, в 7. И был момент, когда со всеми учениками, то есть мы опоздали на урок просто на минут 5.
4-5 минут прошло, и всех в класс запустили, я одна маленькая стою, мне говорит: "Аима, встань вон туда вот в угол". И начали меня отчитывать перед всеми и говорить. Я говорю: "В чем причина? Все ли хорошо?" Вот учительница спрашивает, она говорит: "Вот твоя мама, она никто, как и ты. То есть я твоего будущего не вижу, я не вижу смысла того, что ты сейчас ходишь по школе, снимаешь там себя". А я очень любила тогда вести блог, опять-таки. Я, то Мгм. есть на вот камеру брала с собой и снимала: "Вот, ребята, мы сейчас идем на физкультуру, идем туда". То есть, ничего плохого я в этом не видела и просто делилась радостью своей. Да. Потом был момент, когда я уже начала трястись, а у меня такое, что у меня, наверное, в этот момент произошла какая-то паническая атака, можно сказать. Когда вот ты трясешься и не можешь себя остановить, и у тебя начинается отдышка. Вот это я почувствовала Мгм. впервые тогда. И я, получается, стояла в слезах, и мне она говорит, я говорю: "Если вам не нравится мой блог, если вам не нравится то, чем занимается моя семья, вы можете не смотреть. Можно я сяду? Можете просто не смотреть, меня заблокировать". И она на что ответила мне, говорит: "Я тебя давно заблокировала, на тебя смотреть не хочу, знать тебя не хочу, и все. А мне я в 7 Учительница, классе". со Да. стороны учительницы, да? И все. Я в этот момент, я понимаю, что я еще выросла, смотря на вас, смотря на то, через какие трудности вы в тот момент проживали, то есть Мгм. через что вы проходили. Ну, Я мы не вместе хотела. Да, мы проходили. вместе проходили, да. И тем не менее, будучи старшей, я не хотела свои проблемы рассказывать вам, мне кажется. У меня был такой период. Согласитесь, да, вот я Да. максимально отстраненно себя вела с вами, со своей семьей. То есть я постоянно в своих мыслях была. И в этот период я была близка только к своим подписчикам, к М. своему блогу. И я просто в сторис выкладываю, говорю: "Вот, ребята, смотрите, сегодня произошла такая ситуация. Как вы думаете, это нормально или нет?" По-моему, сторисы тоже остались. Мгм. И я от вас ещё этот сторис скрыла, я помню. И вам, по-моему, ваша подружка показала, кто-то вам показал. Вы все скрываете свои сторис, и Да, я из-за вас открывала другие офигеть. фейковые страницы, чтобы отслеживать, Вот. что таких за вами. Вы это увидели, я помню, и вы. Мне скинули, что ты сидишь, на уроке, Мгм. и, тебе плохо. Мгм. Сказали, что ты плачешь. Мгм. И я подумала, что ты споткнулась, где-то упала, может быть, ударилась, но я никак не знала, что происходило такое Мгм. с тобой. И мы с тобой как-то начали уже на эту тему разговаривать открыто. Но ты опять-таки мне много чего скрыла. Да, кстати, как начался мой подростковый период, мне кажется, я очень много чего от вас скрывала, что было моей ошибкой, потому что сейчас я в более осознанном возрасте понимаю, что если бы тогда я могла бы раскрывать все эти темы только с вами, находить ответы только у вас, а не рыться вот в своей голове, мне было бы намного легче. Но тем не менее, я считаю, что это мой какой-то определенный путь. То есть, если бы у меня не было на тот период таких мыслей, если бы я не справилась с этим сама вот в какой-то очередь, да, в какой-то степени, то я бы не сидела сейчас уже повзрослевшей, осознанной личностью, мне кажется. То есть я во всем вижу, мне кажется, хорошее в том, что это тоже мой путь определенный. Но, если бы мне можно было вернуть время, отмотать назад, Мгм. то я бы с радостью со всем поделилась с вами. Но мы проживаем только свою, оказывается, первую Да, жизнь, поэтому не все в жизни должно быть так, как надо было дегендей. да, Но, Имка, смотри, а, ты же не первая и не последняя, которая подвергается буллингу конечно. и подверглась. Мне кажется, лучше стоит обратиться к девочкам, не только девочкам, но и мальчикам, подросткам, которые, возможно, сейчас думают, что их родители не поймут, возможно, что родители не будут на стороне ребенка деп ойлойт го баягы ата эне урушабыздай биз эми баланың жакшы болсун депчи. Ал урушканды балдар мындай кабыл алат да, айтсам азыр дагы кайра мени урушат дегендейчи. Мгм. Бирок ата эне дайым баланын тарабында. Родители всегда на стороне ребенка. Мы только ругаем тогда, когда мы не знаем иной путь объяснения. Но я вот за последние 2 года над этим очень сильно работаю, так, чтобы я
пусть будет 2 часа, 1,5 часа, я прям приглашаю вас на свидание, на беседу и просто с вами разговариваю очень долго и объясняю всю эту систему, цепочку. Если вот это скрыть, если вот это будет, это может вырасти до такого уровня проблема чоңоюп кетет деп Да. билдирем го. Ошол нерсени да бөлүшүбүз керек деп ойлойм да. Да, на самом деле, я с вами полностью сейчас согласна. И я хочу обратиться ко всем девочкам, ко всем подросткам, мальчикам, которые думают, что они одни. Потому что я прекрасно понимаю, каково это чувствовать, что ты одна, что тебя никто не понимает, особенно после буллинга. А, Обращайтесь к своим родителям, пожалуйста, и не бойтесь, ни в коем случае не бойтесь. Родитель — это тот человек, который первый может тебя наругать, но и первый будет всегда стоять за тебя. Он всегда будет на твоей стороне. То есть самое важное, что я поняла, очень много людей в нашей жизни, которые могут казаться нам хорошими. Мы можем верить просто в их добрые слова, но мы не знаем, что произойдет, если мы окажемся в какой-то ситуации, и за нами этих людей уже не будет. И ты понимаешь, что только мама или только папа будут рядом с тобой. Я это поняла, кстати, знаете, Недавно такой. нет, даже не недавно, ну, можно сказать, 2 года назад или год назад. Я помню, когда я прям очень сильно расплакалась от того, что я почувствовала вашу поддержку. Каждый раз, когда я это вспоминаю, у меня и правда вот прям В дрожь. каком моменте? Я А, вроде всегда была рядом. Вот, нет, в том плане, что я это Осознание пришло. осознание ко мне, да, пришло, вот прям как щелчок. Это было, когда меня обманули на деньги. Я опять-таки была очень наивная, сам по себе Идеально. очень наивный человек, доверчивый. Я очень доверяю очень многим. И опять-таки у меня было желание заработать, по-моему, на что-то. Опять. Я сижу на Исыкуле, у меня были какие-то сбережения, и я натыкаюсь на какой-то телеграм-канал, где мне пишут: вот, давай, вступай в работу с нами, мы тебе дадим деньги, удвоим. В итоге я положила все эти деньги, Накопленные трудом. накопленные, да, со своим трудом. Потом я понимаю, что меня обманули. И даже тогда я пишу этой девушке, говорю: девушка, пожалуйста, пожалуйста, я вас прошу, я понимаю, мы все люди. Но и в этот момент никого рядом не оказалось. То есть даже подруги, которые были рядом, они ничего не смогут сделать, никак не помогут тебе. И мне было так перед вами стыдно в моменте, потому что вы у меня спрашиваете, говорите: вот помнишь вот эти денежки, которые мы оставляли, откладывали вместе, где они? Я со слезами стою, говорю: мам, меня обманули вот так-то, так-то. Честно, я ожидала совсем другой реакции от вас. Я была готова к тому, что вы меня там поругают или что-то еще. Но в моменте вы мне пишете такой текст и говорите: кызым, значит, так суждено, значит, так должно было произойти. Я всегда на твоей стороне. Эти деньги мы вместе с тобой опять заработаем. Хочешь, ты можешь. Это было летом, помните? Я тогда еще. Я забыла. Я вам хотела. Я все лето работала у вас в Островке. То есть помогала вам. Да. С 8 утра до 8 вечера каждый день. Помните, мы с Алимой, Продавцом-консультантом была у я меня. работала в эфоцентре, в детском мире. Меня даже фотографировали, как я сплю за столом вот в Островке. И, кстати, очень многие могут сейчас не поверить, но и вправду. На Ты протяжении была 3 месяцев, продавцом-консультантом. да, с 8 утра до 8 Протирала вечера. пыль. Протирала пыль, выкидывала Полы мусор, мыла, полы мыла. мыла, разговаривала с клиентами, там Да, цены консультировала. занижала. Вот. Это было в тот период, и я говорю: мам, Летние каникулы, да, по-моему, да? что для того, чтобы мы поехали потом в лагерь. То, что я не приняла от вас деньги, я говорю: мам, можно я сама заработаю, вот сама поеду в лагерь? А я же не хотела тебя отпускать в лагерь еще. Да. А вы сильно хотели, и я так придумала, что так, если я сейчас чем-нибудь займу своего ребенка, думаю, она вот отвлекаться, потом время пройдет, думаю, потом уже все, школа начнется. Потому что, знаешь, как бы я ни старалась, куда только не возила вас с собой, где только не были, я вот никогда не видела, чтобы я где-то отдыхала сама одна или с подругами. Я всегда, где бы ни находилась, хотела, чтобы вы были рядом, в Шалиту
еду вкусную, которую я ем. И поэтому все поездки, они были у меня всегда запланированы на 4 человека. Я и Да, я это мои помню. дочки. Но вы как-то это не ценили. Вы думали: мама опять нас забирает, когда она нас оставит в покое? Мы ненавидим самолет, мы ненавидим перелеты. Мам, пожалуйста, хотя бы один раз этим летом можно мы побудем в Бишкеке или на Иссык-Куле?» Да, кстати. И я уже оставила вас так уже все в Кыргызстане в покое с прошлого только года, мне кажется, да? А так Да. шагырап эле үчөөбүз бүт жакта жүрөбүз, и все люди говорят: «Анжелика молодец, өзүң жалгыз эле эс албай 3 кызыңды кошуп алып жүрөсүң, еще мамаң кошуп аласың» депчи. Молодец десе эле кайра ошону мен жаза берип жүрмүн го. Бирок канчалык деңгээлде ошол эс алуулар, силерди эл көрсөтүү, жер көрсөтүү деген канчалык деңгээлде мен кыздарыма керек экенин сурабаптырмын да. Мен ойлоп турмун, менин чечем: барышыңар керек, силер ошол Египетти көрүшүңөр керек, Аланияда жашашыңар керек деле, квартира алып алып эле, бир айлап алып барып эле, заставляла вас отдыхать. А детям, оказывается, просто интересно в своем окружении, со своими сверстниками, одноклассниками, друзьями просто проживать свою жизнь, оказывается, намного интереснее. Да. Это у нас в детстве вот этого не было. Чет элди көрүү, самолетко отургузуп барып, мени мамам эч жака апарган эмес да. Мгм. Ошол өзүмдөгү жок нерсени эле мен силерге жазайм деп ойлочумун экен да. Вот, Аюма, у всех ли вот детей есть большое желание без вот этой гиперопеки Мгм. и мындай супер деп айтпайм эми, супер болбосо дагы бир жөнөкөй баягы бир эс алууну, жөнөкөй эле лагерьди баардык эле балдар каалайбы? Я считаю, что да, на то оно и детство, для того, чтобы оно прошло так беззаботно, знаете. Я очень благодарна тому, что вы нас всегда слышали. То есть, вы нас и отвозили там на путешествия, постоянно мы путешествовали, но тем не менее, когда я говорила какие-то свои мысли по поводу этого, мы приходили к чему-то одному. Вот. Решали вместе в Решали все итоге. вместе, да. Мгм. Я считаю, что для каждого ребенка очень важно провести детство так, не так, как он хочет, а так, мне кажется, как было бы даже правильнее для него самого, для его детства. В том плане, что, опять-таки, беззаботно, со сверстниками, для того, чтобы он уже ближе к осознанному возрасту начал ценить определенные вещи. Потому что если, мне кажется, родители показывают ребенку все с самого детства, я не говорю то, что это неправильно. Я просто говорю, что с возрастом у ребенка теряется ценность в определенной какой-то вещи. Вот. И в какой-то момент, мне кажется, у меня у самой тоже мы постоянно летали там в Турцию, в Дубай, Дубай, на везде мы были, на Мальдивы. Мальдивы, в Египет. И для меня это не ощущалось как что-то прям такое вау. Я думала: ой, просто в самолет сядем, где-нибудь побудем, обратно прилетим. Сейчас же я сижу и понимаю, что это такой труд, отвезти всю семью. Это такое наслаждение всей семьей полететь, отдыхать. Мне кажется, всему свое время. Мгм. Вот эта фраза была придумана не просто так. И все вот, всему свое время и вправду. Мгм. Поэтому торопиться, мне кажется, не нужно. Но тем не менее, благодаря тому, что с детства у нас кругозор уже расширен, благодаря тому, что мы постоянно летаем везде, мы, можно сказать, как это объяснить правильно? Комфортно себя вот Ощущаю, чувствуете, да, да. за Это даже границей? помогло в сепарировании моем. Мгм. Опять-таки, я, так как в 16 лет улетела сама жить в Дубай, для меня не было чем-то это новым. То есть так как я уже путешествовала очень-очень много раз, я со 2 класса одна, помните, по Мгм. танцам, постоянно путешествую. Вот, и когда я сепарировалась одна, у меня не было каких-то там определенных сложностей. Почему? Потому что вы этому всему научили нас с самого детства. Тому, как себя вести в аэропорту даже, как разговаривать с незнакомыми личностями. И в какой-то степени это мне помогло, но тем не менее я считаю, что каждый ребенок тоже имеет право насладиться своим детством. Вот так вот. Ну, я рада, что от всего, что я старалась вам сделать, ты во всем
взяла, наверное, все самое лучшее и Конечно. видишь только лучшее. Потому что когда мы даже проживая вот свою жизнь, если видим только все плохое вокруг себя, если мы видим все эти испытания как что-то такое негативное, то, возможно, будут сплетаться наши мысли настолько, что мы сами себя можем погубить своими мыслями. Да. А когда ты даже в этих испытаниях видишь, что открывается какой-то новый путь, и что ты это решаешь, и тебе это все под силу, и помогает тебе Всевышний, да, настолько ты говоришь «шүгүр» и идешь дальше, и растешь. Потому что Конечно. рост приходит только через такие испытания, которые ты решаешь, ну, с каждым, наверное, разом лучше. Ну, лучше это как? Допустим, если до этого ты как-то решала какие-то конфликтные ситуации эмоциями, слезами, то, пройдя какой-то определенный свой путь, мне кажется, ему сейчас ты уже спокойно относишься к какому-то буллингу Да, такому, да, да-да-да. хейту скажу. Ну, уже буллингтан өттүк дейми, хейт деп айтайынчы. Ошол хейттерге ты, мне кажется, уже имеешь какую-то прививку уже. Я воспринимаю просто, по-другому это все. И Мгм. я верю в то, что я всегда говорю о том, что каждый человек воспринимает все через, свой внутренний мир, через призму своего внутреннего мира. Мгм. Будь это сложностью, будь это чем-то хорошим в твоей жизни, человек сам выбирает то, как он будет, с этим справляться. И только от этого, мне кажется, зависит. Почему там, опять-таки, будут какие-то проблемы, я обязательно восприму это как что-то, данное мне Всевышним, да, как какое-то испытание. Какая бы проблема ни произошла у меня в жизни, я вот сажусь и думаю: так, Всевышний каждому человеку дает проблему такую, которая она ему по плечу. То есть Всевышний знает меру, и он всегда дает каждому человеку его, то, что ему нужно. И поэтому, поэтому каждый раз я, наверное, больше благодарю даже судьбу и Всевышнего за данные мне такие проблемы. И даже если они какие-то прям мега сложные, супер какие-то, а, не знаю, в общем, даже если эта проблема очень большая, я понимаю, что значит Всевышний выбрал именно меня, чтобы я решила эту проблему. То есть, значит, я смогу это решить. И всегда так и случается, чему я потом благодарна. Мгм. Вот. көбүнчө айтып калат го айыма, аябай айыма сага окшош экен дейт, бирөөсү папасына окшош экен дейт, бирөөсү айтат мүнөзүнө карасаң прям эми кадр сыртында эч ким билбейт да, сен жашоодо аябай айыма, тентек болчу кичинекейинде, анын азыр дагы мындай шок мүнөзү бар. Мендей эле аябай мындай тамашакөй. Анан эки сиңдисин дагы точно эле мен кандай урушсам ошондой эле урушат. Элима кээде коркуп кетет: «Мам, прям Аима нас воспитывает так, как будто, говорит, вы еще дома находитесь, как будто это вы, говорит, только вот Аима, говорит, бир туруп карасам, аябай мындай токтоо, анан бир туруп карасаң дагы папасына дагы окшош дешет да. Мен айтам дайым, Аима Аимага окшош. Да. Аима өзүнө окшош. Анткени жаратканыбыз бир дагы жерин билбейм, мага окшоштурбай эле, же атасына окшоштурбай эле өзүнө окшоштуруп жараткан дейм да. Бул манжаларыбыз дагы, колубуздун ар бир сызыгы, көзүбүздөгү мына зрачоктогу ар бир нерсе тең бир гана сага таандык да, кызым. Ошондуктан сен эч кимди деле тарткан эмессиң деп ойлойм. Сен өзүңдү өзүң эле тартышың керек, өзүңө өзүң окшошуң керек, сен өзүңдү өзүң дагы жасашың керек да. Ага. Жанагы скульптор бар го, картинаны көрдүң белеңби, Мгм. өзүн мынтип жасап аткан Мгм. фигурасынчы. Мгм. Да-да-да. Ошол сымал ар бир адам ошентип өзүн эле жасайт экен да. Сен кимге окшошмун деп ойлойсуң? На кого ты считаешь себя вот в семье? На папу или на маму? Опять-таки, я с вами, Похож. мне кажется, соглашусь в том плане, что каждый человек рождается со своим характером, со своей отдельная личность. И мы берем от родителей только их воспитание, наверное, и наш путь становления. Мгм. То, как мы воспринимаем проблемы, то, как мы проходим через это все, вот это, мне кажется, опять-таки дают нам родители. Но то, какие мы люди на самом деле, что у нас вот внутри, какими мы являемся, это все индивидуально, я считаю.
Вот, и я с вами полностью согласна в этом плане. Но именно в части воспитания, в части поведения соглашусь с тем, что эта роль, мне кажется, играет большую родитель. Вот. Ну, как бы мы так ни говорили, Мгм. Кайреля, вернусь к той теме, что я тоже частично иногда повторяю свою маму, я похожа на нее. Бывает иногда прям, ну, какая-то память остается, оказывается, там в глубине. И также есть в этой памяти минусы и плюсы. Мгм. И я в своем осознанном таком возрасте работаю над этим, так чтобы, возможно, в детстве, когда меня там мама, может быть, сильно ругала ни за то, что я там, может быть, поносила ее там вещи, я тоже точно так же иногда и сильно очень ругала вас, Селиму, там. Меня это сильно очень задевало, когда вы трогали без разрешения мои вещи, да, а вы же всего лишь детьми были. Да. А потом я думаю, в принципе, я же не такой человек, я могу и не ругать за это же. Но почему я это делаю, думаю? Потому что когда-то делала это моя мама со мной, возможно, Да. я это повторяю. И я такая думаю: стоп, Анжелика, у тебя должна быть свои правила, должны быть своя система воспитания, да, свои правила. Депанан, я начала полностью меняться. Я, Я кстати, это думаю, заметила и да, вправду и я какой-то решила период. просто не ругать, а разговаривать и спрашивать: если она тебе нужна, давай я ее подарю. Если ты такой хочешь, давай я тебе куплю. Потому что это же интересно. Это просто ребенок проявляет интерес, и он иногда получает даже, я не знаю, адреналин какой-то, когда берешь что-то без разрешения, наверное, да? Хотя можешь же спросить. Ам, Саламатсыздарбы, биз көптөн бери күтүп аткан маалыматты берүүгө даярбыз. Ооба, биздин Аманат Инвестке чалыңыздар, келиңиздер дагы 7 жылга чейин эч кандай баштапкы төлөмү жок. Айына болгону 30 миң, 40 миң, 50 миң, 60 миңге чейин сиздин алган квадратурага жараша акчаны төлөп үйлүү болсоңуздар болот. Анда эмесе кош келиңиздер жана ошондой эле биздин офис аркылуу, Аманат Инвест аркылуу эгерде сиздер үй алсаңыздар, сиздерге жагымдуу сонун сюрприздерди биздин менеджерлер маалымат берип айтмакчы. Кош келиңиздер. Ну это же есть ребенок, эми кылык деп коет да, кылыктары мүнөзү ошондо да. Ам, Как ты хочешь еще и вот как ты в будущем буйруса, сен да эне болосуң, Кудайым ошол күнгө жеткирсин, кандай тарбиялагың келет кыздарыңды, балдарыңды? Вот вы говорите, что вы неосознанно берете Мгм. какие-то привычки своей мамы, да, Да. или какие-то действия, может, похожие. Я этого тоже не отрицаю. Я тоже, опять-таки, как вы сказали, даже мои сестренки уже видят то, как я могу быть похожа, когда, например, злая на них, на вас, да, или как у меня мимика может быть на вас похожа. Такая, зыр, Да, слерды. да, да. Какие-то вот такие мелочи в любом случае они будут похожи, потому что я тоже запоминаю то, какая вы мама, то есть у меня, Когда да. ругает. Когда вы Так ругаете, точно да, так же нас. надо ругать, чтобы они послушались, Да, да, и вправду. чтобы повлияла ты. Да, но тем не менее, у нас вот сейчас поколение Z, поколение зумеров. Это такое поколение, что очень-очень многие мои ровесники, вот мы с подругами даже общаемся, и я не одна, кого мама в детстве тоже очень ругала. Мы А мама очень понимаем. тебя ругала в детстве? Нет, ну, опять-таки, вы же говорите, что раньше вы, не замечая этого, то есть Да, я повторяли. ругала. Да, вы Мгм. ругали. Я очень строгая мама. Да, это не скроем. Но именно в такие периоды ты понимаешь, что это абсолютно нормально. Ты тоже становишься, личностью, ты тоже станешь мамой. Например, да, вот в будущем я бы не хотела, давать своим детям какую-то травму, или я бы не хотела, чтобы они, как-то меня боялись. Для меня, мне кажется, самый главный страх, как и для каждой матери, ну, это моё мнение, да, чтобы ребёнок, то есть не боялся своего родителя в первую очередь. Мгм. Чтобы я была первым человеком для своего ребёнка, к которому он пойдёт с какой-либо проблемой. И он будет понимать, что я не осужу его. У меня вот такая картинка в голове сейчас. И почему она у меня сейчас? Потому что я это всё беру с вас, тоже какой-то определённый пример, наверное, Мгм. того, что с недавних пор тоже я начала раскрываться вам, постоянно рассказывать что-то. Мгм. И я беру с этого урок
И я понимаю, что я буду такой же, только Еще лучшей да, и версии. вот опять-таки поколение зумеров, мы такие, что мы перерабатываем все. Мы знаете, как этот фильтр. Мгм. То есть, мы мыслим по-другому, и вправду. Каждое поколение как-то мыслит по-другому. И я, заметила, что наше поколение — это именно такое поколение, что мы перерабатываем что-то. Если нам не нравится то, как с нами поступили наши родители, то подростки обязательно то есть будут понимать, что они не будут демонстрировать это на своих детях. Мгм. Вот это мне нравится, кстати. Вот. А так, Меняете тактику, да, лучшей версией себя, становитесь. да. Если мы там айфоны 5, 6, то наши родители вообще там биринчай, кинчай, айфон бузовые, уже такие 18, 17, да? Да-да-да-да-да-да-да. Уже совсем новые версии сейчас подрастают. Вот это поколение альфа, вы зумеры, мы По-моему, еще миллениалы, миллениалы, да, да? да. Ой, как это мне трудно сейчас это все осознавать и думать, так миллениалы десе, ага, зумеры десе, ага, ух, эти уж зумеры деп калышат. Ну, я зумеров принимаю такими, какие они есть. И я в своей воспитании, да, такую тактику ввела договариваться. Я договариваюсь даже с поколением альфа, это Мгм. наша Айлинка, говорю: «Доча, можешь час времени уделить нам, потому что мы собираемся играть в такую-то игру, где, в принципе, не понадобится телефон». А телефон, я объясняю, что необходимо брать всегда с собой на звучном, тогда, когда нет рядом мамы. В любом случае, чтобы чувствовать эту вот безопасность, да, ребенок должен понимать, что есть какой-то этот аппарат, и ребенку сейчас необходимо в действительности развиваться. И мы с Аимой, с Элимой вместе воспитываем сейчас даже Айлинку, скачивая ей нужные приложения. Хотим, чтобы она тоже владела несколькими языками. Аимка у нас очень хорошо владеет английским. Да, и в прошлом году она поступила в Лондонский университет. И вот все же, наверное, задам такой вопрос, которого я хотела вот от самого начала тебе задать. Мгм. Каково быть дочерью знаменитой женщины, которая является твоей мамой? Для тебя я просто мама, а со стороны видишь, слышишь, чувствуешь, что будто все там решается через там Связи, связи, да. давление какое-то, да? Знаешь, некоторые люди думают, что нам все легко удается только с помощью имени, лица. М, Прям супер-пупер знаменитый деле эмес бирок ой апасы сүйлөшүп койгонда анан кызына мындай бир поблажка болуп калып атат дегендей сөздөр көп болот да, бирок конкурстарга катышасыңбы, окууга тапшырасыңбы, мен сенин гана эмгегиңди көрдүм. Бирөөнө дагы менин катыштыгым жок да. А сен ошону кандай кабыл аласың? Как ты это принимаешь, когда все же говорят, что есть А, влияние матери в Во-первых, их успехах? скажу честно, быть дочерью знаменитой личности — это сложно. Мгм. Не скрою, но я не хочу говорить о том, что я добиваюсь всего благодаря поблажкам, благодаря тому, что меня узнают. Мне кажется, наоборот, даже сейчас такое время, что а, чем больше меня узнают, тем больше меня загружают. В том плане, ой, давайте я проверю-ка, она и вправду умная, или она и вправду вот добивается всего сама. Мне кажется, сейчас наоборот стало. Но даже при поступлении в Дубай, я помню, как я сама со всем договаривалась, я сама сдавала тесты, ходила, сдавала IELTS, что-то еще, если я не проходила, я пересдавала. То есть ни разу не было такого, чтобы я шла куда-то, будь то конкурс или будь то какое-то учреждение для того, чтобы я поступила. Я не говорила о том, чья я дочь. Никогда в жизни у меня такого не было. Я сама такой человек, что мне не нравится быть в центре внимания. Мне кажется, вы тоже прекрасно это Да. знаете. Вот, и Но все же в школе все тебя знали, знали как да. дочь Я это замечала. Анжелики Кайратовой. Я замечала эти взгляды, Мгм. замечала это все, там, почему именно
подростки, наверное, тогда, когда я училась в школе, ко мне относились вправду предвзято. Хоть я этого и не замечала в начале, но со временем я начала понимать, что к чему, и мне это очень не нравилось. Вот, и в такой среде, скажу честно, очень сложно найти настоящих, мне кажется, друзей. Но, слава богу, у меня сейчас прекрасное окружение. И, кстати, в этом окружении у меня, я скажу, не только кыргызы, у меня есть люди другой нации, казахи, из России ребята есть, из Индии, из Лондона девочки есть также. В общем, очень-очень много. И мне кажется, мне это все вот помогло в тот момент. То есть, опять-таки, я заканчивала школу в Бишкеке. Следовательно, я поступила в Дубай. В Дубае меня никто не знал и вправду. Я ходила просто как Аим, даже мое имя правильно не выговаривали в моменте. А Не з им, да? Аям или Аум как-то, я не Да, знаю. Аум. Да, и Тем более твою фамилию выговорить, это вообще... Кочёрова это вообще уже, да. Но мне это нравилось, потому что я чувствовала себя как такой же человек, Из который маленькой также страны. учится. Да, из маленькой страны, которую Кстати, даже тоже не первая знают. студентка же из Кыргызстана в Да. университете Харет. Кстати, да. И я нашла очень много подруг из разных стран. Я считаю, меня выбрали в качестве, например, лидера. Даже у нас проекты были в Дубае. Это не потому, что я там чья-то дочь, а Или я Аима, да? сепарировалась, да, и я позиционировала там уже себя как отдельную личность. И скажу еще одно, что я поступала, когда мне было 16 лет. То есть заканчивала школу я, соответственно, все 11 классов я проучилась, но у меня был 1 год экстерна. То есть я закончила 9 класс, после 9 я сдала определенный экзамен и поступила сразу в 11 класс. Поэтому я окончила школу не со своими сверстниками, а с людьми, которые старше меня на год или на 2. Соответственно, в 16 лет я поступила в университет, где моими одногруппниками были даже, я не знаю, в положении люди или им было по Состоятельные, 25, у состоявшиеся, да? которых уже там по 2-3 бизнеса. Я вот так села с девочкой, помню, говорю: "Привет, как тебя зовут?" Она говорит: "Вот так-то, так-то". И она говорит: "А мне 25, у меня 2 бизнеса". Я говорю: И она только "Серьёзно?" поступила в Она этот только поступила университет. в университет. Я говорю: "Ты не думаешь, что это там поздно для тебя, тебе ли нравится?" Она говорит: "Никогда не поздно, и вправду". И она говорит: "А тебе сколько лет?" Я говорю: "Вот мне 17 исполняется, вот, ну, 17". И все сидели в шоке, потому что я, по-моему, была самой юной даже в своем университете. Вот. Я Следовательно, помню, как ты помогала всем одногруппникам, чтобы первыми закрыть проект и улететь в Кыргызстан. Я помню, как ты скучала первый год. Давай все же расскажи, насколько тебе было трудно находиться одной. Ну, я мгм, часто тебя прилетала, не так уж часто, но ты одна жила в огромном Дубае, в квартире. да. И, кстати, с проблемами тоже я тогда столкнулась впервые одна, понимая, что у меня нет абсолютно ничего. Ни связей, ни знакомых, даже ни номера телефона на тот момент. И опять-таки скажу то, что это мне помогло. Я, как только прилетела в Дубай, первый, наверное, месяц-два почувствовала: вау, свобода, классно, мне все нравится. Нету сестренок, мамы, Нету, да, нету которая контролирует нету контроля и страны. вправду. Но потом я начала понимать, что у меня, исчезла вот не только, опека, но и исчезло вот чувство того, что за меня кто-то что-то сможет, решить. Например, я смогу позвонить кому-нибудь и, рассказать о своей проблеме. То есть я понимала, что я в стране одна, я решаю все свои проблемы одна. Будь это какие-то, а, школьные учебные проблемы, будь это связано с квартирой, опять-таки, да. Потому что я помню, я даже за дверью осталась, без Ключи ключей, оставила, дверь босиком. захлопнулась. Да, телефон Она в хотела, квартире остался. по-моему, хотела мусорку вынести, а тут дверь захлопнулась, и ты такая босиком осталась, еще без телефона, Да, и не знаешь, да-да-да-да. как маме позвонить, не знаешь, как, чтобы тебе дверь открыли, а там же паспорт нужен, у тебя паспорта нету, Меня ты посчитали за нелегала. несовершеннолетний ребенок Да-да-да-да-да. То есть это было так, что я осталась и вправду босиком, одна, в подъезде. в ЖК, да, в подъезде, без телефона. Я не знала ничей номер. У меня был, по-моему, мой какой, 2-й месяц проживания. И
Я спускаюсь в ресепшн, говорю: "Помогите мне, пожалуйста". Они на меня смотрят, девочка босиком в пижаме стоит, то ли плачет, то ли трясется, не понимают. И они подумали, что я приезжая, там, сумасшедшая, да, какая-нибудь туристка зашла и начала что-то кричать, короче, Мгм. объяснять. И мне сказали, там: "Если вы сейчас не выйдете, мы вызовем полицию, поэтому постойте, пожалуйста, на улице". Я босиком стою на улице, прошу, по-моему, я нашла тогда телефон, и говорю: "Дайте "Инстаграм". И он подумал, что я хочу познакомиться. Я говорю: "Нет, мне нужен "Инстаграм", там, моих знакомых или моей мамы". И Потому что через номера "Инстаграм" я не ты уже знала, вышла да. на моего менеджера Да, и да, своим да-да-да. подругам. И таких ситуаций было и вправду очень много. Вот. Но опять-таки, Ну, всё решалось. все Мама решалось. находила уже знакомых, отправляла Да, своих братишек, сестренок, да? да. Ну, И через все это просто прошла. так, да. Благодаря этому всему А ты сейчас сейчас подумаешь, что я себя совсем одна там оставила, все на произвол судьбы. И на самом деле были девочки, которые приезжали, ими там Да, смотрели конечно. за ней. Но в таком юном возрасте, конечно, ты себя прям чувствовала вообще одна и без паники прошла эти даже испытания. А Да. и мы, смотри, мы в ходе беседы, да, понимаем, что М, можем также болтать до 5 утра, как и дома, но есть время определённое, Мгм. да. Для подкаста можем еще и продолжить. Давай поговорим, наверное, опять-таки вернусь к тому, что были ли моменты, когда о проблеме скажу, да. Моменты, когда люди писали какой-то хейт, который очень сильно тебя задел, и что-то изменилось в твоей жизни, в твоей, может быть, внешности. И часто задают вопрос, как, вы так похудели, чем я кормлю Элиму. И также, наверное, я вот хочу еще Элиму пригласить. Ты как сестра, больше знаешь, наверное, о Мгм. Элиме. И чем вы питаетесь? Как вы настолько вот я знаю, что у тебя есть склонность К к полноте, полноте. да, но ты так контролируешь Да, каждый кстати. килокалорий. Это очень такой большой труд. Я знаю по себе, потому что я до сих пор не могу с этим сказать, жить, Справиться. да, справиться, поставить себя вот на ПП. Мгм. Какой комментарий был такой самый, скажу, жесткий, который сильно задел? Мгм. Вообще я выросла абсолютно без комплексов. Я любила себя полностью. Даже я пересматриваю фотографии, я была и вправду в весе, такая полненькая, но тем не менее я безумно любила каждую вот часть, своего тела, своего лица, внешность. Мне очень нравилось. Но после аварии, мы с Элимой, лежали. То есть мы лежали, по-моему, полгода или даже год в Да, больнице, полгода. и, соответственно, мы не двигались. Мы начали набирать стремительно. Я встаю, первым делом, что мне говорят, это не то, что там: "Ты молодец, выздоровела", а опять-таки, наверное, подростки, подписчики, которые не знают, что говорят, не знают, что потом произойдет Даже после их взрослые слов. люди Даже писали. взрослые люди, кстати, да. Я первым делом начинаю читать комментарии и вижу, что все пишут то, какая я, можно сказать, полная, толстая. Там были слова и похуже. Мгм. Вот. Я сразу телефон убираю от Элимы, понимаю, что она намного младше меня, она это воспримет намного хуже. Но тем не менее, потом, когда мы начали даже гулять с ней, приходили там в какие-то заведения, куда-то еще виделись с кем-то, нам постоянно об этом говорили, вот не скрою. И у меня лично произошел такой щелчок в голове, что все, нужно худеть срочно, потому что нас все узнают, и я не хочу вот так вот ходить, позориться, как для меня это раньше казалось. Для меня, мне кажется, это осталось такой травмой, и очень многие подростки меня сейчас поймут, потому что тема веса, похудения, прыщей и непринятия себя, она очень актуальна сейчас. Это очень обидно осознавать, но это правда. И я начала искать легкие способы похудения, чего я, кстати, вообще не рекомендую и не советую, потому что у меня потом ухудшилось значительно здоровье. Вы сами свидетель. Да. Вы находили у меня там пачки каких-то таблеток или что-то еще. Как То есть, да, я все употребляли способы, эти слабительные какие-то, да, таблетки там для похудения, плюс еще и за это готовы были вам оплачивать да, какие-то китайские таблетки. Помните, это типа капсулы какие-то еще, мгм, по-моему, да? да. Но больше всего я была зависима от, наверное, слабительных и от того, что
я контролировать начала, что я кушаю. И настолько это все зашло далеко, что каждый мой прием пищи, за каждый мой прием пищи, за каждый какой-то укус чего-то, особенно мучного, я потом себя винила весь оставшийся день, а то и потом 2-3 дня. То есть я не могла забыть еду, которую я вот сейчас съела. А я заставляла Вы вас есть. заставляли, и у меня, я помню, когда вы вот говорили: "Кушай, кушай", вы же не понимали, а я рассказать не могу об этом. И у меня лились просто слезы от того, что я съесть не могу, потому что я понимаю, что будет потом, если я это съем. И вам это объяснить я не смогу. Но, мне кажется, я с этим боролась около года или даже 1,5 года вот прошло. Я помню, это даже заметила моя учительница, когда я училась в школе, мои подруги. Они, не сказав мне, записали меня к школьному психологу, за что потом я очень сильно на них обиделась. Говорю: "Пожалуйста, никому, никому". Но они видели вот эти пачки у меня в рюкзаке, они видели то, что я делаю после, употребления пищи. Они говорили, что это ненормально. Если там ты не расскажешь об этом родителям, это сделаем мы. И я помню, они вот так вот под предлогом чего-то засунули меня вот в кабинет к психологу. Я поговорила с психологом, и она говорит: "Дай контакты своей матери". И тут я уже начинаю рыдать. Говорю: "Пожалуйста, не надо". То есть настолько это меня задело в моменте. И она говорит: "Тебе вот не к психологу, а к психиатру нужно. У тебя это возросло вот в такую проблему, что если в моменте что-то со твоим здоровьем произойдет, я буду нести за это ответственность, потому что я знала эту информацию". Соответственно, потом, по-моему, вам об этом рассказали, и вы со мной провели беседу. Чтобы этого не происходило, я бы хотела сейчас обратиться ко всем, кто сейчас смотрит, кто пишет также комментарии, то, что ваше одно слово, оно может повлечь за собой столько проблем у человека. То есть одним своим словом каким-то вы можете настолько поменять жизнь человека, сами того не осознавая. Поэтому я хочу, чтобы каждый человек нес ответственность за каждое свое слово, сказанное в адрес другого. Вот. И слава богу, сейчас все хорошо. И Лима тоже, кстати. И Лима почему похудела? А, Мне кажется, в какой-то степени это ушло в рост, потому что все об этом говорят. Но было еще такое, что я же вот сестра ее, и она постоянно за мной повторяла. И если я не кушаю, она тоже не кушает. И я ее обманывала для того, что она покушала. Говорю: "Все, я вот накладываю всем порции одинаково. Покушай, Лима". Она смотрит, а эмоджи: "После вас, после вас". И вот, кстати, благодаря вот этой нашей сестринской любви я начала кушать без чувства стыда, без чувства вот угрызения совести. Я поняла, что я примером являюсь для своей сестренки, поэтому я не буду показывать ей то, как я жила раньше, да. Поэтому лучше вот я буду примером хорошим. Кстати, это мне и помогло восстановиться и начать воспринимать пищу, начать воспринимать себя, в первую очередь свой организм, свое тело. Вот. И не зря говорят, для того, чтобы измениться как-то внешне, ты должна измениться внутри и полюбить себя. Все исходит от себя самой. Да. Я в это начала верить, опять-таки, с недавних пор. То есть раньше я в это не верила, я думала, обязательно для того, чтобы быть красивой, нужно это делать, то делать. Нет. Самое важное — это отпустить вот эти мысли и просто полюбить себя, такую, какая ты есть, какой тебя создал Всевышний. Вот. И сейчас, Кудайга шүгүр, я живу с такими мыслями, и каждый второй, кто у меня спрашивает по поводу моего похудения, я стараюсь не отвечать на эти вопросы, потому что я понимаю, как я это делала, но я ставлю человека на другой путь. То есть я уже хочу, чтобы люди это делали по-другому и с другим восприятием. Вот. Специалисты обязательно нужны, потому что мы с Аимой посещали диетологов, нутрициологов, провели большую профилактику в клиниках, где эти же слабительные как очень плохо повлияли на здоровье. Они полностью вымывают железо, кальций. Из-за этого портится кожа. И из-за неправильного питания, из-за неправильного похудения человек на глазах может превратиться просто в комочек непонятной глины в действительности. И в ходе похудения мы начали питаться наоборот клетчатками, побольше начали употреблять белки, железо. И в каждом продукте мы вот сейчас уже благодаря, опять-таки, к тому, что учусь я сейчас у моих дочерей, что
пирожное, углеводы не совсем хорошие для таких вот мамочек, которых плюс, да, в весе. Мы же успокаиваем сладостями. Вот. Чем больше я переживаю, тем больше начинаю употреблять. Под подушкой всегда у меня шоколадки, вы видели. И я это все прекратила. И все через все вот эти, наверное, пути, которые мы должны, наверное, пройти, должны были вместе с дочкой. Я сейчас опять-таки на диету села. Вижу, как моя средняя старается своим трудом а, участвовать на таких показах. Она, Кстати, да. да, она сама своими Да, я стараниями, я вижу, свидетель. что а, готовится, вот как реально как спортсмены, которые гоняют свой вес для того, чтобы встать на весы и выйти по своему весу на Да, этот, да, да-да-да-да. ринг или Первое как это, место. на матрас, Я да. А вот могу вот на сказать, подиум тоже, да, готовится очень сильно да, Лимочка. я свидетель того, насколько у неё, такая сильная сторона есть. У неё прям есть сила воли, чего у меня, кстати, нет, мне кажется. Ну, Есть. Ну, или есть, там. да, В где-то один там момент внутри. выйдет, когда надо. Да-да-да. Но Элима такой человек, что если она чего-то захочет, она этого добьётся обязательно, Мгм. любой ценой. И опять-таки вернусь в ту тему, что всё нам достаётся, благодаря вам, там всё нам делают поблажки определённые. Элима Я же не пример того, договариваюсь с этими да, агентствами модельными. Элима пример того, что это ни в коем случае не так. Я вижу, как она днями, ночами пишет свой вес, свой рост, говорит: "Блин, у меня вот несоответствие веса к моему росту". Или вот там модель была, я её увидела, она такая красивая, её взяли, меня тоже должны взять. И то есть она днями, ночами делает какие-то массажи себе, упражнения, говорит: "Мне это нельзя, я после 6, то есть не должна это кушать, потому что завтра у меня показ, завтра у нас такая-то одежда". Она у меня просит одежду, говорит: "Можно я на кастинг возьму вашу одежду, обувь?" И то есть, я вижу это всё и понимаю, что ей всего-то лет 14-15, но она добивается это всё своим трудом, потому что она и вправду любит это дело. И даже то, как она участвует, это помните, вот даже вчера мы Мгм. разговаривали с вами о том, что среди 70 моделей отобрали 20, и она была так рада этому, потому что отобрали. Там, по-моему, приезжали, специально гости, которые выбирали по внешности, по походке. И среди 20 потом ещё отобрали 10 девочек. И среди этих 10 моделей, уже состоявшихся моделей, была и Элима, которой лет 15 исполнилось недавно. И я сидела с такой гордостью. Я смотрю на Элиму и понимаю, что это же всё её труд и вправду. То есть, здесь только её усилия были приложены к этому всему. И в этом я вижу, вот, например, в каждой из нас я вижу вас тоже. Видите, как это работает? То есть это работает не поверхностно, а внутренне, я считаю. Это мы показываем. Стержень, который Да, заложила, возможно, да, мама, да-да-да. То есть бабушка. мы добиваемся всего, мне кажется, не благодаря связям, а благодаря вот тому внутреннему стержню, который у нас есть. Вот, потому что он есть и у вас. Генетика деп коёк го. Гены, да. Кого ты такая красивая десең, а вы мою ещё маму не видели дегендей. А я точно так же отвечаю, говорят: "Какая ты красивая". Я говорю: "А вы мою маму ещё не видели". А Да. она: "И ещё, говорю, красивее". Это немножко генетика, да. Емочка, сегодня у нас особенный день. Сегодня 14 декабря, 2025 год. И ровно 18 лет тому назад, в этот день, в 12 часов дня, на свет появилась ты, которую мы ждали очень сильно, долго. Подбирали очень много вариантов, как назвать тебя. Были разные имена, но почему-то вот Аима, а, атың жөн коюлган эмес деп ойлойм. Биздин айыбыз болсун деп. Ай деген кыргызда өзүндө көп, мисалы Айнура, Ай менен башталат көп аттар. Айлин биздин кичинекейбиз. Бирок ошол Айымада биз көбүнчө биринчи ирет атыңда менин айым, менин асмандагы жанып турган айым дегендей түшүнүктө койгонбуз. Вот такое значение у имени Айым. Моя луна.
И когда мы обращаемся айыме, урматтуу айым. Урматтуу дегенде уважаемая моя луна, госпожа моя луна, да? Больше. Честно говоря, когда я тебя держала в руках, ты была очень малюсенькой. И если кто-то сказал бы, что спустя 18 лет ты будешь сидеть рядом со мной и давать мне интервью, и мы с тобой будем вот так вот сидеть, не знаю, я бы насколько в это поверила бы. Но хвала Всевышнему, Аллахка шүгүр, чексиз мактоолор. Биз астыбызда сонун ушундай моменттерди, сонун күндөрдү, сонун ынтымакты, проживая свою мындай лучшие моменты деп, я проживаю свою лучшую эмне деп койчу эле, жашымды, эң сонун таттуу курагымды деп кээ бирлер айтышы мүмкүн. А бирок мен ушул кыздарым жарык дүйнөгө келгенден баштап ар бир мүнөтүм, ар бир секундум эң жашоомдо сонун моменттер болуп келди. Чын жүрөгүм менен сенин бүгүнкү 18 чыгып, уядан учуп, канатыңды бийик көтөрүп, өз алдыңча учуп, дагы көптөгөн ийгиликтерди, көптөгөн элиң суктанарлык, атаң, мен сыймыктана турган сонун нерселерди жасайын деп турган кезиңде ушул күнгө күбө болуп куттуктайбыз. Рахмат, рахмат. Ар бир эле эне баласына өзүнүкүнөн дагы жакшы тагдырды каалайт. Өзүнүкүнөн дагы таттуу өмүрдү, бакытты каалайт. Мен дагы ошол энелердин катарында сага эмне кааламакчымын? Ата энени бала эч качан тандабайт. Ата эне дагы баланы тандабайт экен. Момундай болуш керек деп. Бири бирибизге жөлөк таяк болуп, кол кармашып, бул жашоодогу баардык жакшылыктарды чогуу көрөлүк, кыйынчылыктарды бирге дагы да болсо жеңе берелик. Ар кандай сөздөр болот, болуп келген, аны өзүң көрүп, түшүнүп калдың. Бирок жакшы адамдар сенин жакшы жагыңды дайым көрөт. Албетте. Бул суу сымал да. Сууну кармап туруп эле аны сүт болуп кал десең болбойт. Сууну карап туруп ал компот болуп калсын, шире болуп калсын десең да болбойт. Анткени ал суу да. Адамдын өзүнүн ичинде эмне болсо, ал ошону гана бере алат экен. Сен өзүң ичиңде кандай сонун жашап аткан гүл болсо, ошол гүлдү дайым берип жүрө бер. Мен сен менен дайым сыймыктанам. Сени канчалык жакшы көрөрүмдү билесиң. Анан бүгүнкү биздин маегибизде бардык эле көрөрмандар жөн гана маек катары эмес, подкаст катары эмес, биздин өзүбүздүн эле сүйлөшкөн, дайым отурган эле бир чай үстүндөгү ой пикир алмашуубузду гана мынакей микрофон менен камера коюп ошону жасадык. Эч кандай келиңиздер асылбайлык, эми орус тилинде сүйлөп калдыңар же кыргыз тилинде демекчи. Орус тилинде биз казак элине, ошол эле Өзбекстанга, Россияга, көптөгөн өлкөлөргө чыга алат экенбиз. Балким ошол орус тилиндеги айыманын азыркы интервьюларындагы кичинекей бөлүкчөлөр менен рилстер аркылуу дүйнө элине балким жакшы бир блогер катары же жөн эле кыргыздын кызы катары чыгат деп ойлойм. Анткени азыркы айткан сөздөрүң мени аябай таң калтырды. Азыркы айткан интервьюң чынында кызым ушул студияда канча айым келди, канча айым менен маектештим, бирок бүгүн элдер байкады болуш керек. Мен суроо да бере албай калдым. Мен сүйлөй албай да калдым. Я действительно перебивала часто, направляла на тему, потом возвращала на тему своих собеседниц. Но сегодня был настолько истинный и настолько душевный разговор. И благодарю Я вас тоже за то, очень что ты благодарю. согласилась, потому что я думала, возможно, я создам тебе, может быть, дискомфорт, возможно, возможно, сен мени кыя албай эле мейличи деп келип коесуңбу дегем, бирок колдоп, да, мам, я хочу дать именно интервью вам, чтобы все журналисты, которые хотят пригласить меня на подкаст, пусть они там получат ответ деп мага айтканың аябай жакты. Это супер классная позиция.
И в конце хочется чуть-чуть добавить все же самую такую тему на десерт я оставила. Давайте, Очень давайте. много мне пишут взрослые люди. Сөйкө салабыз, келин кылабыз, аюмасуу татынакай деп анан чоң эле кишилер, чоң эле адамдар дагы ушактап жатышат да. Эми ушак болуп келген болот экен. Биздин элибизде эми мунсуз жашоо жанагындай тузу жок тамактай болуп калат да. Ооба. Анан айтат экен ушундай бир чоң бир кызматтагы гана адамдардын балдары айымага эле сүйлөбөсө, жөнөкөй карапайым балдарды карайбы, карабайбы дегендей. Өзүң деле атаң жөнөкөй карапайым киши. Анан ушактарды ушундай жүргүзүп алыптыр. Тим эле жакында мен укмуш кудагый болот экенмин дегендей. Эми сен окуган мектепте мен билгенден ата энелери чоң кызматта иштегендердин балдары да окушту. Сенин классташтарың жөнөкөй үй бүлөдөн эмес, бир ошондой бир окружениядагы ошондой бир окуп аткан бир мектепке туш келиптир эмес. Канчалык деңгээлде сен мындай сүйлөшүп аткан досторуң арасында, кыздардын балдардын арасында ата энеси ким экенин билесиңби? Жана ошондой эле чын эле сага сөз арткан, бүгүнкү күндө аркаңан бир жакшы билектерин арнап жүргөн жигиттер барбы? Жооп берейин. Жооп бериңиз. Да, вы правы, что в моем окружении вправду могут быть дети влиятельных людей, но ни в коем случае я никогда в жизни не затрагивала эту тему, потому что мне она сама не нравится. Я выбираю людей не потому, кто их родители, или я дружу с людьми, общаюсь с людьми не по этой причине. Я всегда смотрела на отношения людей ко мне, и мне кажется, это даже немножечко нелогично, что я вот сначала общаюсь с человеком, то есть я узнаю человека как личность. Следовательно, потом при общении ты узнаешь, какая у него жизнь, где он живет, чем он занимается или чем занимаются его родители. То есть, мне кажется, абсолютно при любом знакомстве у нас не возникает вопрос о том, кто твои родители, а где ты живешь, а сколько у тебя вот денег в кармане. Сколько они да, сейчас? зарабатывают, да? Да, точно, у меня такого просто никогда в жизни не было. Я смотрю на людей совсем с другой стороны. Я считаю это абсолютно нормальным, что ты смотришь на его личность и характер, а потом узнается то, каким является человек. И никогда в жизни у меня не было момента, чтобы я делила человека там на статусы или уровни, потому что я сама такое очень не люблю. И если тема затрагивается про, там, опять-таки, мальчиков, парней, потому что очень-очень многие, я и правда очень много про себя слышу, ребята. Да. Это уже не секрет, что очень многие интересуются тем, с кем же я общаюсь. Но, мам, мне кажется, вы прекрасно знаете о том, сколько у меня друзей противоположного пола. Там будут у меня мальчики в окружении, не будут они. Обо всем вы знаете. Мама знает и вправду о каждом, например, мальчике, который мне отправит цветы, если он захочет там свое имя сказать. Потому что обычно мне отправляют анонимно. Я у мамы спрашиваю: мам, получается или нет? Как вы считаете? Считаете нужным это или нет? Вот, и скажу так, давайте, то, что если и вправду появится молодой человек или парень, который меня как-то заинтересует, или я прям буду влюблена, я уверена, что мне не будет, у меня не будет надобности вам об этом говорить, потому что вы это увидите своими глазами, вы это почувствуете как мама, и вы сразу поймете о том, встречаюсь ли я. Кызым башкача болуп калган го деп, Да, да. То есть это же очевидные вещи. Но пока сейчас я могу сказать только одно, что моя мама обо всем знает, и сейчас у меня, можно сказать, перспективы даже в другом направлении. То есть я не считаю нужным как-то позиционировать себя в этой сфере больше, знаете, в романтической какой-то вот. Не хочу. То есть, а вдруг? если это даже произойдет, если мне понравится мальчик, об этом вы узнаете, мамуль. Тебе уже вот 18, кызым. Уже, мне кажется, с завтрашнего дня начнут уже еще больше, ну вот, всякие вещи, наверное, говорить. Потому что ты не часто в Кыргызстане находишься. Да, тебе дарят огромные букеты
ценные подарки, но не мальчики, но это твоя шапашки. Это вот я передаю часто для твоего настроения. Часто бывает твои братья, которые, тебя искренне как любят сестренку, да? Конечно, конечно. Мурза, Марлен, тайкешки твои. Мы всегда хотим, чтобы у тебя в жизни было все, чтобы я вот стараюсь по сей день, чтобы вы ездили на самой лучшей машине, жили в самом лучшем, хорошем доме, в комфорте, одевали все, что хотели, позволяли себе. И в жизни, мне кажется, нужно выбирать человека, у которого есть воспитание и иман сердца. Да, Если особенности мужчина уважает своих родителей, и если также он своим трудом, вот как и ты, да, зарабатывает, будет зарабатывать, обеспечивает, да. будет в своем становлении полностью стараться лично сам, мне кажется, у такого человека огромное будущее. Конечно. И я часто тебе говорю, чтобы самое главное, чтобы он был образованный. Да. Самое главное, чтобы он ценил, уважал тебя, твоих родителей, твоих Кстати, сестренок. самое важное тоже. И правду скажу вам, что для меня очень многие спрашивают, что вот для тебя важно при знакомстве, да, или там в парнях, в выборе парня. Я говорю, у меня нет определенного типажа, потому что я, опять-таки, не люблю вот это вот выбирать, но скажу одно, что самое важное для меня, это чтобы он уважал моих родителей, мою семью, также даже моих подруг, потому что я всегда говорю о том, что если человек любит, например, меня, он будет любить и то, кого люблю я. То есть он будет уважать и тех людей, которых уважаю и я. В этом и проявляется уважение, я считаю, настоящее, искреннее. Вот. И, соответственно, если человек честным трудом будет становиться, будет зарабатывать, и в нас будут одинаковые, можно сказать, цели в жизни и ценности. Самое важное — это ценности. Вместе будете добиваться всего самого наилучшего. Конечно, буйруса, буйруса. Кызым, ушунчалык сага ыраазымын. Чынын айтайын, ушул сенин туулган күнүңдө азыр мынтип айтты да мага айымам бул подкаст башчыларынын астында. Амуль, мен бир аз акча топтоп койдум эле дейт. Балдар үйүнө барсакпы, медреселерге барсакпы дейт. Мен карап туруп, айым эмнеге бул нерселерди азыр сен аябай бир максат кылып атасың деп сурадым да. Десем, күлүп койду да. Эмнегедир жооп берген жоксуң. Почему хочешь вот завтра посетить медресе, детский дом? В первую очередь, наверное, потому что С детства же ходим, потому что, да, сколько Да, вот ифтары щас. проводили. Мгм. в первую очередь, мне кажется, это потому что мы выросли с этим. Это было вложено в наше воспитание и детство, что каждый месяц или выходные вы всегда брали нас с собой не только, кстати, на отдыхе, да, а на такие благотворительные мероприятия. Мы помним, мы ездили в детские дома, в дома престарелых, как мы играли вместе с детишками. То есть мне это очень нравилось, честно скажу. И на этот раз я захотела в честь своего 18-летия, так как я становлюсь уже отдельной личностью, так как я в осознанном возрасте, хотела бы попробовать это сделать сама. Я собрала тоже определенные вот деньги, и после своего дня рождения на следующий день поеду в медресе. Вот, потому что, как я знаю, сейчас государство очень хорошо обеспечивает детские дома, дома престарелых. Вот, и я бы хотела съездить вот к девочкам, к которым вы постоянно Мгм. ездили. Я на вас смотрю и думаю, как же я хочу с ними увидеться, вот и вправду. Вы мне тоже говорили, что вот они очень хотят с тобой познакомиться, посидеть, пообщаться. И мне вот так тепло Да, на но в душе этом от этих медресе мыслей. одни девочки, которые Да. тебя обожают, поют Я твои прям песни. жду не дождусь, знаете, вот встретиться с ними и потом уже в дальнейшем тоже очень часто видеться. То есть это какой-то такой мини-вклад в мое будущее, в мою чистую, можно сказать, Садака, да? да, садака. Ты же да. зарабатываешь деньги уже. Конечно. Мен кызыма айтып атам, кызым акча таап калдың, мага деп эле эмес, эми ошонун дайым канча пайызын садакага беришиң керек, канча ошонун бир өзүңдүн жүрөгүңө ниетиңен чыккан жакшылыктарың бар, ошонун баардыгын бир эле баягы Аллах Таала көрө тургандай жаса дейм. Эл үчүн эмес, бирөө үчүн эмес дегендей. Ушунчалык бир эле учурда тарбияда биз
жөн гана сөз менен айтпастан ошол жаныбызга балдарыбызды алып жүрүшүбүз керек экен. Көптөгөн кичинекейинде жөн гана алып алчумун, жүргүлө кыздар сонун жака барабыз деп ооз ачарларда кыздарым мына акыркы 5-6 жылдан бери орозо кармап, дайым ошол ороз айында чогуу ооз ачарда ошол кыздар менен достошуп, ал тараптан да курбу күтө алышты. Эмне дейбиз, бул биздин маегибиз. Көпчүлүк эне баланын ортосунда ойлонуп, дагы бир жылуулугуна жылуулук кошуп, бир мамиле курууга себепкер болот деп ишенебиз. Ошол эле учурда эмне демекчимин, эми айтылбаган дагы көп, менин бул жакта суроолорум калып кетти. Көп дагы бир айтылбаган, балким сиз күтүп аткан дагы темалар козголбой калышы мүмкүн. Алды жакка суроо калтырып койсоңуздар, балким эмкиде Элим аны дагы айленди дагы кошуп жакшы маек кураттырбыз. Маек куруп атканда маңдайыңдагы отурган адам сага ишенген, сени жакшы билген инсан болуш керек экен. Ошондуктан эч бир азырынча интервьюларга, бир журналисттердин суроосу боюнча кыздарым баары бергенге убактылары дагы жок. Мен болсо жөн гана чайга чакырып туруп эле бул жака микрофон коюп койдум эми. Азырынча интервьюларды бербей турушат окшойт. Анан буюрса ошол эң алгачкы Айыманын концерти менен биз бөлүшүп атабыз. Коомдук 1-каналдан көрүңүздөр жана биздин өзүмдүн Анжелика Кайратова дагы YouTube каналыма өтүп, ал жактан дагы ушул Айыманын алгачкы жеке концертин көрүңүздөр. Айыма ырдайбызбы эми же ырдабайбызбы? Ошол да акыркы суроо калсын. Мен айттым Айымага, ырдабай эле кой, ырдабай деле койсоң болот, ырчы болбой эле кой дедим. Негизи кандай ойлойсуң? Ырчылык бул сеники же сеники эмеспи? Негизи кичинекей кезимден бери мен ырдаганды аябай жакшы көрчү элем. Дагы деле ырдаганды жакшы көрөм. Микрофонду алып алып экөөбүз, апам экөөбүз ар дайым мындай в заведениях, кафешках поем вместе. Мне это Көп очень нравится, дуэттерди и правда. аткардык, Ооба. Но мне кажется, сейчас у меня такой период, что я должна выбрать либо учебу, либо творчество. То есть я поняла, что совмещать это и вправду сложно. Раньше мне было легко, потому что я училась в школе, и у меня не было такой ответственности. Но сейчас я отвечаю сама за себя. Я понимаю, что лучше я выберу что-то одно, а потом, следовательно, я буду успевать и петь буйруса. Поэтому сейчас лучше я закончу учебу, и придет время, когда я, может, вновь выйду на сцену и буду петь со своим огромным желанием, огромной любовью к творчеству. Но я не скажу то, что мне это не нравится. Я по сей день очень люблю это дело. Ну, в общем, временно просто, да? Сейчас нажимаем на паузу. Что касается творчества, учебага, билимге азыр көп убакыт менен мен дагы эмгекти жакшы эле кетирип атат окшойм. Эң негизгиси ошол кесипти аркала кызым. Кесиби боюнча ошол бизнес башкаруу тармагында. Эмне дейбиз? Толкунданып атам аябай. Ошо менен коштошпойбуз. Аман-эсен болуңуздар. Калбат элек эркин микрофон берейин. Урматтуу Айыма Урматовна. Аягына чейин көрүп бергениңиздерге рахмат. Апама дагы абдан ыраазымын. Ыраазычылыгымды билдирем. Ар дайым билдирип жүрөм. Ушундай эле апа, сиз да билесиз, канчалык мен сизди сүйөм, канчалык мен сизге, сиз мага жакшылыкты каалагандай мен дагы сизге ушундай негизи баардык жакшылыктар болсо, ошо баардык жакшылыктар ошо сизге эле келсин. Ошол. Буюрса дагы көрүшкөнчө. Дагы берем интервью. Коштошкон жокпуз, ооба. Подкастка келем деп кой. Буюрса, ооба. Сиздерге жакса дагы лайк басыңыздар, ошондой эле сурооңуздарды комментарийлерге жазсаңыздар болот. Көрүшкөнчө.